Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в Буру. Бура — это азартная карточная игра на взятки, которую играют в основном в России. В игре используются колоды из 36 карт, старшинство карт, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, валет, дама, король, десятка, туз. Количество игроков. Играют вдвоем. Цель игры. Цель игры — заставить своего противника набрать как минимум 12 штрафных очков. Раздача. Раздающий в первом раунде определяется жребием. В следующих раундах раздающим является игрок, который идет следующим по часовой стрелке. Все игроки получают по 3 карты. После этого скрывается козырь, и это уже сюда идеально. Итак, ах да, не обращайте внимания то что можно видеть карты противника. Короче, все карты в настоящей игре игроки не смотрят свои карты, они видят только свои карты. Ход игры. Игроки в начале хода игры, который начинается после раздачи, игроки выбирают игрока, который будет ходить первым. Он выкладывает любую карту, и его противник делает то же самое. Игрок заберет все карты противника, если его карты оказались старше. Можно выкладывать любые карты, даже если правильная масть присутствует. Игрок, который забрал все карты, ходит первым. Если игрок не может отбиться от всех карт противника, он выкладывает карты рубашкой вверх. И еще, если у игрока есть как минимум 2 карты одной масти, как, например, у Димона 2 новые карты, он может ходить несколькими картами, максимальное количество карт 3. И после каждого хода игроки получают карты из колоды до тех пор, пока не получат 3 карты. Игрок завершает раунд, если набрал как минимум 31 очко. Раунд закончится, если в колоде не останется карт. После этого происходит ничья. Штрафы. Игроки получают штрафы после раундов. Короче, чтобы заставить своего противника набрать 12 штрафных очков, нужно завершать раунд или объявлять комбинации. Эти два действия сразу завершают раунд. Штрафы. Один игрок получает 2 штрафных очка, если другой игрок объявил комбинацию или вовремя завершил раунд. Игрок получает удвоенный штраф после ничьи. Если игрок завершил раунд, но не набрал 31 очко, он получит 4 штрафных очка. Игрок проиграет, если наберет минимум 12 штрафных очков, противник игрока выигрывает. Стоимость карт в очках. Все шестерки, семерки, восьмерки, девятки 0 очков. Валеты 2 очка, даму 3 очка, короля 4 очка, десятки 10 очков и тузы 11 очков. Комбинации. Существует 3 комбинации. Молотка. Самая младшая комбинация — это молотка. Это молотка или же письмо. Это 3 карты одной масти. С помощью этой комбинации игрок будет ходить первым. Бура, который идет следующий, это 3 карты козырной масти. После ее объявления игрок, который ее объявил, сразу побеждает в раунде. Раунд заканчивается, а противник
противник игрока, который объявил Буру, получает 2 штрафных очка. Москва. Москва это самая старшая комбинация. 3 туза. Москва это 3 туза. Существует вариант, в котором Москву можно объявлять только с козырным тузом. Москва, как и Бура, дает победу в раунде. Это, короче, то же самое, что и Бура, только старше. Старшинство комбинации молотка, Бура, Москва. И если комбинации равны, игрок, который ходит первым, объявляет свою комбинацию. Любые комбинации проводят пересдачи до первого хода. Пересдача, если что, ситуация, в которой раунд заканчивается и заново раздаются карты. Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Если что-то упустил, можете об этом написать в комментариях. Но на этом я заканчиваю видео. Всем пока.